Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Пятница 13-е, день неприятностей. Халатность соседей испортила сразу несколько квартир. Речь о жителях одного из домов на 203-м микрорайоне в Якутске. Обманутые туристы. В Мирном более 20 человек пострадали от мошенников. Сумма ущерба несколько миллионов рублей. Закулисье русского драмтеатра. Журналистам показали костюмерный цех, какие там есть редкие и ценные вещи. Школа безопасности 2019. В Нерингре проходит первые муниципальные соревнования. За звание лучшей борются 4 команды района. Международный успех. Артисты якутского ансамбля танца «Сюрприз» вернулись из Южной Кореи. Как ребята там себя проявили? На федеральной дороге Лена в ДТП пострадали 4 человека. Сообщается, что микроавтобус следовал из Благовещенска в Якутск. В автомобиле находились 5 человек, водитель и 4 пассажира. Всем была оказана первая медпомощь. 4 человека госпитализированы. Водитель от госпитализации отказался. Информация от ГИБДД о причинах аварии будет опубликована позже. Добавим, что в нескольких районах Якутии выпал первый снег. И в связи с этим ухудшением погодных условий госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Если подробнее о погоде, то в Якутии ожидается похолодание. Сегодня в 3 часа дня в Якутске было зафиксировано плюс 11 градусов. Первый снег выпал в Нерингринском и Мирнинском районах. Ухудшение погоды также скоро ожидается в центральной группе районов. Все социальные объекты и жилфонды в 26 районах республики обеспечены теплом в штатном режиме с производственных филиалов ГУП ЖКХ. До конца августа тепло было подано и в арктические улусы. Первыми после короткого перерыва 8 августа подали отопление всем потребителям Аллаиховского филиала ГУП ЖКХ. А в Булунском улусе отопительный период не прекращался вовсе. Местные коммунальщики в кратчайшие сроки выполнили все плановые мероприятия в рамках ремонтной кампании. Добавим, что тепло в домах потребителей Вилюйской, Заречной и Центральной группы районов подано в первых числах сентября. В рамках ремонтной программы нашим предприятиям в этом году подготовлено более 700 объектов жизнеобеспечения. Это котельные, тепловые пункты, объекты водоснабжения и водоотведения. Также нами подготовлено к отопительному сезону 2500 километров инженерных сетей. Все у нас в рамках ремонтной программы все своевременно работы были выполнены. Что касается доставки грузов, то в навигационный период запланировано завезти более 350 тысяч тонн топливных ресурсов, угля, сырой нефти, газоконденсатного топлива. На текущий момент перевозки грузов по всем направлениям идут по графику. На водный транспорт отгружен 91% топливных ресурсов от плановых объемов, а до мест назначения уже доставлен 81%. Халатность соседей испортила сразу несколько квартир со свежим ремонтом. Речь о жителях одного из домов на 203-м микрорайоне в Якутске, для которых начало отопительного сезона обернулось настоящей катастрофой. Сюжет Сусанны Рожиной. Пятница 13-я стала для жильцов одного из корпусов на 203-м микрорайоне действительно невезучей. Из-за халатности соседей все квартиры с 10 по 1 этаж пострадали от потопа. Управляющая компания утверждает, что задолго до запуска отопительного сезона предупреждала жильцов о том, что будут запускать тепло. И все ремонтные работы должны были быть завершены к 12 сентября. Развешивали объявления, уведомляли в группе в WhatsApp, чтобы обращались те, кто делал ремонт на системе отопления. Никто не обратился, запустили. А жильцы эти сейчас 6-ю квартиру, получается, только вот недавно, я так понял, приобрели. И в группе их, походу, нет. По словам жильцов пострадавших квартир, на данный момент хозяев квартиры нет. Соседи видят только рабочих, которые делают ремонт. 2 этажами выше, это 56-я квартира, получается, жили незаконно мигранты. Участковому дела не было, управляющей компании дела не было. Они сняли радиаторы и вот затопили весь стояк с 10 по 1 этаж. И я вот хочу обратиться к хозяину. Мы будем подавать на вас иск судебный на возмещение вот такого вот материального ущерба. Еще и плюс морального, потому что мы все взяли отгул на работе уже 2-й день.
Теперь хозяину квартиры, чьи рабочие допустили такую халатность, придется отвечать перед судом за нанесенный ущерб соседям. Но у некоторых квартиры еще не застрахованы. Горячая вода. Вот весь ремонт испоганился уже, все, там стены черные, все, ламинат уже. Не знаю, что делать. То есть спасибо соседям, что соседки подбежали, сейчас помогают мне. В таком случае, кто будет возмещать ущерб или что там, я не знаю даже. Вот так элементарное незнание или недобросовестное отношение к своей работе может обернуться для многих людей вместо радости от новой квартиры настоящей проблемой. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск. Активисты Общероссийского народного фронта в Якутии провели субботник на сквере труженикам тыла. В ходе уборки был очищен сухой фонтан, собрано 3 мешка мусора. Член регионального штаба ОНФ в Якутии Олег Маклашов отметил, что предыдущий экологический рейд был проведен неделю назад, и изменений на улицах города в плане наведения чистоты не наблюдается. В связи с этим ОНФ призывает всех соблюдать чистоту, убраться возле домов, офисов и встретить зиму в чистом городе. Сегодня мы потратили немножко личного времени, буквально там полчаса. Город стал немножко чище, мы стали чуть-чуть веселее. Хорошая компания, прекрасные девушки. Я думаю, что если каждый так же поступит, то мы будем жить в прекрасном, красивом городе в любое время года. В Мирном более 20 человек пострадали от мошенников. В полицию продолжают поступать заявления от купивших путевки в одном из турагентств в городе. Сумма ущерба только по примерным подсчетам несколько миллионов рублей. Подробнее Иванна Филиппова. Официально вроде пишут, что 20 человек, но нас больше. У нас 41 семья пострадавших. Этих людей объединяет одна проблема – как вернуть деньги за аннулированные путевки. За них каждая из семей отдала от 100 до 450 тысяч рублей. Деньги приняла менеджер турагентства, оформлено которое было на ее мужа. Путевки обещали выдать каждому за 3 дня до вылета. Но отправиться в теплые страны так никто и не смог. Оба сотрудника турагентства пропали. По официальным данным, сумма ущерба насчитывает более 4 миллионов рублей. Мы переводили деньги на счет гендиректора, получается, на его счет. Переводили 3 частями. 100, 100 и 10 тысяч. 210 тысяч. Все, и он говорит, что денег у меня нету, она меня обманула, все карточки взяла, забрала, отобрала, не знаю, как это произошло, вообще без понятия. На данный момент он трубку не берет, ничего не отвечает. Работать турагентство перестало в начале сентября. Отключили телефоны, не выходят на связь. Вся техника и мебель в офисе на месте. Не убрали и наружную рекламу с надписью «Вам позавидуют попутчики». Пока завидовать можно только терпению пострадавших. Они уже написали заявление в полицию и обратились в прокуратуру. В ответ пока тишина. Сейчас уже говорят, что с прокуратуры передали все сюда, в ОВД. Здесь уже ведется следствие, здесь следователь. Но нам ничего не... Мы хотим узнать, на каком основании ее отпустили. Почему к нам никто ничего не говорит? Когда нам вернутся деньги? Когда будет суд? Ведется следствие. Все, больше ничего не говорят. Как заявили работники правоохранительных органов, прокуратурой Мирного признано законным решение возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящий момент по поступившим заявлениям от граждан проводится процессуальная проверка, направленная на установление всех обстоятельств, результатом которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Сейчас уголовное дело расследуется. Оно на особом контроле прокуратуры Мирного. А пока уточняется количество пострадавших. Заявления от обманутых граждан продолжают поступать. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Сейчас короткая пауза. Вернемся через 30 секунд. Оставайтесь с нами и смотрите далее. За кулисье русского драмтеатра журналистам показали костюмерный цех, какие там есть редкие и ценные вещи. Школа безопасности 2019 в Нерюнгри проходят первые муниципальные соревнования. За звание лучшей борются 4 команды. Международный успех. Артисты якутского ансамбля «Танца Сюрприз» вернулись из Южной Кореи. Как себя там они проявили? Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Льготная ипотечная программа для молодых семей на Дальнем Востоке по ставке 2% годовых потребует выделения в 2020 году из федерального бюджета от 5 до 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
Напомню, президент Владимир Путин на прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке. В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев заявил, что ипотека под 2% позволит привлечь в республику молодых специалистов и удержать местную молодежь в регионе. Правительство России проиндексирует в 2020 году материнский капитал на 3,8%, увеличив выплату до 466 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. На сегодня размер мат-капитала составляет 453 тысячи рублей. Планируется, что мат-капитал ежегодно будут получать 1 миллион граждан страны. Государственная программа поддержки семей с детьми за счет мат-капитала действует в России с 2007 года. В Ленске продолжается строительство храма Николая Чудотворца. Работы идут в микрорайоне Алроса. Подробнее у нашего корреспондента Сергей Евсюков. Наверное, лучшего места для установки православного объекта не найти. Зеленый сквер, центр микрорайона Алроса. В погожие дни здесь достаточно многолюдно. К тому же населенный пункт относительно удален от другой точки города, Мухтуи, где находится единственный действующий в городе приход. Поэтому местным жителям наличие храма на своей территории весьма удобно. Людям будет очень удобно нашего микрорайона, разведчика, сходить туда, потому что в Мухтую далеко. Ну, не все сподручны, кто-то, может быть, болеет, кто-то просто не может. Здесь будет удобно всем зайти помолиться в любое время, когда душа просит. Это будет действительно очень хорошо и удобно, потому что не все люди молодого возраста, а престарелые, более помладше, они как-то будут дорожить и, по-моему, будут очень благодарны. Строительство, сборка храма на данной территории – его второе рождение. Ранее объект находился в исправительном учреждении. После его закрытия храм демонтировали и перенесли на новое место. Занимались разборкой и продолжают работу по восстановлению строители из компании «Стройтранснефтегаз». Весной мы разбирали этот храм. Сейчас восстанавливаем обратно. Все разметили как надо. Ну и купола собирали. Один вообще новый собрали. Выполнена практически четверть работ. Строители говорят, что сборка храма – дело ответственное и не требует спешки. Сроки ввода храма в действие пока точно не определены. Строителям предстоит выполнить масштабные работы по внутренней и внешней отделке помещения. К тому же такой объект требует не только качества, но скорее какого-то определенного душевного подхода. Поэтому строители считают свою работу не просто обязанностью, а скорее как призвание. С деревом само по себе работать приятно, а на таком объекте вдвойне приятнее. Конечно, с воодушевлением. Для людей делаем, для города. Службу в храме будут нести ленские священники, отцы Анатолий и Дионисий. Возможно, что в конце года в Ленский приход прибудет еще один православный служитель. Ориентировочно в это время и будет завершено строительство. У нас опять появится храм Николая Чудотворца. Храм маленький будет, там человек на 40, на 50. Но я думаю, у него будет свои прихожане, будет своя жизнь приходская, молитвенная. Ну а самое главное, зачем люди храмы строят, это же связь с Богом у людей через эти храмы. Несмотря на размеры храма, они в принципе и не имеют особого значения. На Алросе будет своя паства, свой приход. Верующие и не особо смогут успокоить душу молитвой. Да и просто иногда поставить свечу за упокой или здравие родных и близких. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Русский драматический театр приоткрыл закулисье. Журналистам показали костюмерный цех, рассказывает Юлия Великодная. На 70 квадратных метрах хранится более 1000 образов. Это не только одежда и обувь, но и головные уборы. Этот корабль, на самом деле головной убор, кажется, что он выполнен из бумаги. На самом деле это мягкий и пластичный материал эва. Его изготовили здесь, в Русском драматическом театре, и используют в постановке «Золушка», носят его фрейлины на балу.
Все костюмы находятся под наблюдением мастериц, которые за неделю до каждого спектакля приводят в порядок одежду, проверяют, чистят и гладят. Вот эти вот платья, они у нас, видимо, самые ценные считаются, так как здесь машинная вышивка, но ручная, получается, очень тут все так подобрано. Шились они не у нас, на спектакль Чехова «Чайка». Костюмеры не только следят за состоянием вещей, на них также лежит ответственность переодевания актеров во время спектакля. Переодевания у нас очень быстрые, есть практически во всех спектаклях. Но самое быстрое у нас переодевание – это спектакль «Деревья умирают стоя». Мы там переодеваем буквально где-то за 40 секунд. Костюмы у нас висят по названиям спектаклей. Здесь вот мужские костюмы висят, здесь вот висят голодранцы, аристократы спектакль. Здесь «Дни Турбиных», здесь «Деревья умирают стоя». Ну и дальше у нас там все женские отдельно, мужские отдельно, каждый по своему спектаклю. В коллекции есть уникальные вещи начала 20-х годов. Их по-прежнему используют в постановках. Списание костюмов в театре – большая редкость. Как говорила старейший работник нашего театра Алексеевна, она уже 40 лет тут работает, а он был еще до нее, этот костюм. Поэтому точно мы не можем сказать, как он у нас появился. Вот, так сказать, живых свидетелей пока нет. Это вышивка Ришелье на сукне. Видимо, уличная все-таки одежда. Надевали ее поверх платья. Часть из коллекции когда-нибудь станет экспонатами в музее. Пока там хранится только 4 костюма. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске в скором времени появится еще один объект стрит-арта. Накануне в столицу прилетел известный нижегородский художник Никита Номерс. Художник провел несколько встреч со своими коллегами, поделился опытом по созданию новых арт-объектов, также согласился внести свой вклад в развитие стрит-арта в Якутске. Масштабных фасадов в городах, в регионах не так много обычно, а здесь большинство объектов, которые я видел на фотографиях, это довольно масштабные муралы, полноценные, качественно сделанные, и я знаю, что некоторые сделаны уже относительно давно, и они в хорошем состоянии. Я в городе оставлю работу, но это пока, так скажем, в процессе и выбор объекта, и что за рисунок, будет небольшой сюрприз. В Москве открылся 4-й фестиваль Российского географического общества. Там до конца сентября можно познакомиться с разными регионами страны и их особенностями. В этом году на фестивале широко представлена Якутия. На 5 различных площадках эксперты рассказывают всем гостям у нашей республики, проводят мастер-классы. Но главные экспонаты – это останки доисторических львят, которые тоже привезли в Москву. Обо всем подробно расскажет наш корреспондент в столице страны Максим Кардозу. Состоялось открытие фестиваля «Открываем Россию заново вместе» Русского географического общества. И вы знаете, это такой мультинациональный праздник. В самом центре страны, в самом центре столицы Москвы, в парке Зарядье появилась такая деревня, где можно увидеть различные жилища разных народов нашей страны. Здесь представлен и чум, и юрта, есть казачье подворье. Выстроили здесь и большую белую нарядную якутскую расу. Причем с нашей республикой здесь на фестивале можно познакомиться не только в этой Расе. Наша республика представлена очень широко, на 5 площадках различных. Самые главные экспонаты находятся в ледяной пещере. Сюда, в Москву, из Якутии привезли уникальнейшие экспонаты. Это мамонтенок Юка, а также 2 тигрят. Тигрята саблезубого тигра или льва. И им около 47 тысяч лет, только представьте это. И, конечно же, вокруг них сейчас разворачиваются все самые главные события. Они это центр притяжения. Все хотят посмотреть на этих львят. Они очень хорошо сохранились. Причем интерес не только у обычных посетителей выставки, но и ученых к этим артефактам, потому что с помощью этих находок можно узнать, как выглядели эти львы тысячи лет назад, чем они питались и как жили. Давайте послушаем, что нам сказали эксперты по этому поводу. Эти находки, они, сохранность у них уникальная, можно сказать, превосходная. Сохранилось все, внутренние органы сохранились содержимое желудка, кишечника. А это очень информативная часть. Проделали CT-сканирование, то есть все кости на месте, больших переломов нету. В желудке, да, даже можем найти, возможно, можем найти молоко матери. Через молоко матери можно выйти на диету, собственно, матери. Каким мясом она питалась или что в этом духе.
Фестиваль «Открываем Россию заново вместе» продлится до 22 сентября. Каждый день на его площадках будут проходить различные мероприятия. Например, якутская программа, тоже очень обширная. Здесь будет и мастер-классы, и дегустация строганины. Также здесь можно будет научиться точечному рисунку и резьбе по дереву. Надеемся, что всем понравится и все узнают о нашей республике еще больше на этом фестивале. К другим новостям. Артисты якутского ансамбля танца «Сюрприз» вернулись из Южной Кореи, где приняли участие в крупном международном конкурсе и вернулись не с пустыми руками. Сюжет Александра Хавренко. Ансамбль «Сюрприз» открывает свой 33-й сезон. И главный подарок к этому событию сюрпризовцы преподнесли себе сами. Очень большая гордость для нашего ансамбля на сегодняшний день – это то, что старшие и средние основные группы прилетают с гастролей из Южной Кореи. Там они завоевали огромную награду, которую завоевать просто было очень сложно. Они вошли в шестерку самых лучших коллективов. И по словам организаторов этого фестиваля, это впервые за многие года, когда участники из России, а именно из Якутии, вообще попали в десятку. То есть для нас это очень большая гордость. За более чем 30-летнюю историю на счету у «Сюрприза» не один десяток наград, завоеванных как на российских, так и на международных конкурсах. Любовь к своему делу и детям позволила ансамблю в 2001 году удостоиться звания «Образцовый коллектив Российской Федерации». Дети с большим удовольствием ходят на занятия, и многие из них уже не представляют себя без коллектива. Мне нравится Екатерина Евгеньевна, мне нравится все тут. Мне нравится, у меня тут есть друзья, мне все тут нравится. Я люблю петь, танцевать, но больше танцевать, конечно. В этом году преподаватели набрали новые начинающие группы, куда попали дети от 4 до 9 лет. А это значит, что впереди у коллектива еще много работы, репетиций и, конечно же, выступлений. И много новых наград. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. В Нерингре проходят первые муниципальные соревнования «Школа безопасности-2019». За звание лучшей борются 4 команды образовательных учреждений Нерингринского района. Рассказывает Екатерина Павлова. Сегодня важно привлекать внимание общественности к проблеме формирования культуры безопасного поведения у подрастающего поколения. И один из таких способов – это популяризация всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». Такая школа открылась в Нерингре совсем недавно, в мае месяце, и сразу же активно начала свою работу, организовав первые соревнования. Они проводятся с целью пропаганды и популяризации основ безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и отработки практических навыков, полученных в рамках учебного курса ОБЖ. Концепция школы безопасности нас очень сильно заинтересовала. Это практически получилось, что открытые уроки по предмету ОБЖ. Опять же, здесь и идет популяризация профессии пожарный, спасатель, медик. И дети здесь учатся как поисково-спасательным работам, как пожарному делу. Также они учатся оказанию первой помощи, эвакуация пострадавшего, наложение ему правильных повязок, шин там, и так далее, и так далее. Более 20 подростков в течение недели сдавали нормативы ГТО, демонстрировали свои навыки и умения ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, работать с пожарно-спасательным оборудованием. Я принимаю участие в этом соревновании, потому что мне это нравится, я хочу этим заниматься. Состою я в ВПК «Патриот», в военно-патриотическом клубе «Патриот» ДОСААФ. Мы одевали боевки, мы стреляли с пожарных, с пистолетов. Я перепрыгивал 9-метровый забор, бегали, ГТО завалили. Главная цель соревнований школы безопасности – сформировать у подростков и молодежи сознательное отношение к личной и общественной безопасности, а также стремление к здоровому образу жизни. Этапы соревнований проходят в течение всей недели и завершатся с подведением итогов и выявлением победителей 15 сентября. Но, как считают организаторы, в таких соревнованиях не будет побежденных, поскольку все навыки и умения останутся с ребятами на всю жизнь и принесут им пользу. И выразили уверенность в том, что дети, прошедшие такую школу, никогда не пройдут мимо нуждающегося в помощи. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. Якутия-24 продолжает свою работу. Оставайтесь на нашем канале, будьте всегда в курсе.